Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на будущую неделю. И мы с вами посмотрим, какие большие перемены ждут вас на будущей неделе. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы ходят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, то, о чем мы желаем услышать и узнать. Так, мои хорошие, пожалуйста, не забывайте, что отсыпочка у нас общая, чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Так, смотрите, в самом основании у нас женщина. Женщина очень сильная, которая у другой женщины что-то свое забирает. Причем забирает силой, знаете, как из рук вырывает. Говорит, это мое, не трожь, положь. Слушайте, ну как-то прям вас доведут, либо вы будете полны решимости все свое себе назад вернуть. И вы не посмотрите, кто там против вас выступает, кто что у вас там отобрал, да, силой заберете. И силы будут, и желания появятся, и вы будете очень активны. Я бы даже сказала, что вы от жизни свое начнете брать, да, не только от других людей, но и от жизни. Там, где вас ущемляли, там, где вам что-то было недоступно, там, где что-то было непозволительно, вы такая, стоп, минуточку, а почему это? Давайте мне, это мое, я тоже имею право. Много всего заберете, видите? Прям такой огромный, как ларец, да? Даже, возможно, какой-то ящик, прям силой забираете. От жизни берете свое. Еще вижу за вашей спиной образ мужчины. Мужчина, который, ну, извините, дурью занимается, но ведет какой-то фривольный образ жизни, многое себе позволяет, ни за что не отвечает, ну, такой баловень судьбы. Вижу, что вы с этим мужчиной будете какой-то очень серьезный разговор иметь, где над всеми и расставите точки. То есть мужчине свою позицию выскажете, чем не на шутку его испугаете. И мужчина, услышав вас, все сразу поймет. Здесь все и выяснится. Вот вижу, что мужчине очень страшно вас потерять, потому что именно с вами он себя ощущает очень счастливым, жизнью доволен, его все устраивает. И вот ему станет очень-очень сильно страшно, да, что вы, например, там, ему на дверь укажете. Мужчина будет стараться. После этого разговора вы его там буквально не узнаете. Такой шелковый, добренький, услужливый, старательный, да, что-то постоянно делает, там, без дела не сидит, там, пытается вам как услужить. В общем, вам это понравится. Возьмите это за профилактику и периодически этого мужчину своего гоняйте. Будь то муж, будь то сын. Вы действительно умеете быть, ну, не страшной, а скорее как убедительной, да, убедительной, когда вы этого захотите. Мужчинку призовете к порядку. Еще с правой стороны сердце показали. И показали, что есть человек, который вас в сердце содержит, но рот у него завязан. То есть говорить о своих чувствах он не может. Но при этом человеку что-то очень сильно хочется для вас сделать. Да? Пусть я не могу сказать ей о своей любви, либо ему не могу сказать о своей любви, но я могу для этого человека что-то сделать, да? Выразить свою любовь через действие. Вижу, что этот человек, ну, действительно будет что-то делать, либо попытается сделать для вас. Вы не отказываетесь, не отказывайтесь. Вижу, что вам это на благо пойдет. Либо это действие для вас очень благополучным окажется. Кто вам на будущей неделе будет помогать? Получается, мужчине женщина, а женщине мужчина. Этот человек вас любит и любит уже давно. И любовь свою скрывает. Не могу сказать, по какой причине. Отсыпка у нас все-таки общая, но тем не менее. Любит и любовь свою скрывает. И действием любовь свою покажет. Так, еще вижу мосты.
И вижу человека, который эти мосты пытается строить. Здесь какая-то сложная конструкция. Может быть, человек вам не совсем нравится, либо у вас в прошлом с этим человеком были достаточно такие неприятные моменты. И человек пытается выстраивать мосты, как помириться с вами, договориться с вами, подружиться с вами, да, наладить взаимоотношения. Много усилий будет прикладывать, много усилий. Но вы все равно, да, не хотите поворачиваться. Вы не хотите этого человека принимать на своем берегу. Человек не сдается и, скорее всего, не сдастся. Вы этому человеку очень нужны, либо очень сильно понадобились. Там есть какой-то скрытый смысл, пока он не открылся, либо пока он нам недоступен. Но, тем не менее, вас удивит, насколько этот человек может быть деятельным и активным, когда ему либо ей что-то нужно. Наводит мосты. Здесь сложная конструкция. То есть один мост наводит, вы его ломаете, следующий мост вы опять ломаете. На старые новые мосты строятся. Да, в таком ключе информация. Так, маленький слоненок гордо поднимает хобот вверх. Но здесь какое-то денежное поступление, денежный результат. Что-то хорошее. Да, слоненок маленький, но тем не менее поднимает хобот вверх, причем гордо поднимает честно заработанные деньги. Либо деньги, полученные честным путем, праведным путем, справедливым путем. Эти деньги получаете вы, либо получает кто-то из ваших близких. Есть повод для гордости, и это хорошее начинание. Если этого слоненка, например, кормить, да, заниматься этим делом, то он будет расти, вырастет в огромного такого большого слона. Вот, денег будет становиться больше. Знаете, вот такое впечатление, что нащупаете, либо уже нащупали такую маленькую золотую жилку. И если ее разрабатывать, то можно даже прям целый золотой прииск открыть. Да, как раз-таки на будущей неделе либо первые денежки появятся, либо первая прибыль придет. Небольшая, но, тем не менее, этим нужно заниматься. Так, маленькая собачка бежит, куда глаза глядят. Смотрите, вы все разные. У кого-то есть дома маленькая собачка. Собачка может сорваться и убежать, да, чем доставит вам массу хлопот и неприятных моментов. И также, например, кто-то младший родственник, либо друг, который ниже вас по росту, либо младше вас по возрасту. Да, вот какой-то, извините, хренью будет заниматься, а вы будете очень переживать. Да, придется там бежать, спасать, выручать. И, соответственно, уму-разуму учить. Дальше. Месяц растет, и что-то прибывает, либо что-то наполняется. Прибывать может здоровье, прибывать может везение, удача может прибывать, прибавляться могут деньги, прибавляться могут друзья, да, такое приятное окружение. Чем больше становится месяц, тем чего-то становится больше, либо что-то прибавляется. Вы прям это заметите, и все правильно вы замечаете. Да, ваша жизнь выходит в правильное русло. Так, еще. Белка смотрит на большое дерево. Дерево, кстати, оно такое голое, да, на нем ничего нет, просто ветки. Такое зимнее дерево, да, ни листьев, ни там плодов, ничего на нем нет. А белка прям смотрит, всматривается, а вдруг там что-то есть. Вас могут просить заниматься какой-то глупой, никчемной работой, за которую и не заплатят, и даже спасибо не скажут. Будьте внимательны, либо берите аванс наперед, либо больше узнавайте о предложении. Здесь пустое предложение, потратите время, потратите силы, либо будете очень долго ждать. Вам пообещают, и вы ждете, а ничего не происходит, потому что дерево голое. Что там собирать на этом дереве? Кору, что ли, с него обдирать? Да. Тут либо недопонимание, либо действительно предложение само по себе пустое. Желание вас использовать, может быть, даже, да. Такое что-то нехорошее. Но вас тут предупредили, я, конечно, закрою, но вы тоже, да, с умом подходите ко всем рабочим предложениям. Предложение поработать. Так, еще показывают мужчину. Мужчина, который решил чего-то не делать.
либо сделать по-своему. Этот мужчина очень сильно рискует, это прыжок в никуда, то, что он задумал. Вы его об этом предупредите, пожалуйста. Вот так и передайте. То, что ты задумал, это прыжок в никуда. Ты еще об этом пожалеешь. Вот. А назад уже ничего не исправишь. Но это знакомый вам мужчина. Он чем-то с вами, скорее всего, поделится, какими-то своими мыслями. Вот. Но это прыжок в никуда. Это глупое решение, о котором он будет очень долго жалеть. И еще последствия могут быть. Так, с правой стороны птицы летят в вашу сторону. Переписка, много общения в интернете, электронные письма и письма, которые приходят почтой. Много всего будете получать, много кому будете отвечать. Среди этих птиц одна прям вообще шикарная, которая вам радость подарит, которая надеждой ваше сердце наполнит, прям настроение вам поднимет. Эта птица придет от мужчины. Мужчина, да, вам эту птицу отправит. В общем, будет вам очень-очень приятно. Так, здесь у нас такой крупный фазанчик сидит. Но фазан — это желанная добыча. То, чего вы так сильно желаете, и то, что вам было недоступно, откроется именно на будущей неделе. Либо это какая-то желанная покупка, либо это какая-то желанная договоренность. Да, вот что-то хорошее для вас. Фазан прям такой крупный. Вы на одной руке удержать его не можете. Но держите, потому что это желанная добыча. Радоваться очень будете. Дальше 3 человека мирным путем решают сложную проблему. Вы и еще 2. Вы и еще 2. Будет такой момент, когда вам покажется, что все против вас, но вы не сдавайтесь, продолжайте. Я вижу, что вы будете сильны как никогда, и вы сможете людей убедить в том, что выгодно для вас. Да, мирным путем какая-то проблема закроется, закончится, да, может быть, конфликтная ситуация решится мирным путем, благодаря вам. Благодаря тому, что вы убедительны, и благодаря тому, что вы не отступаете. Так, еще, видите, эту доска для стирки. Ну, кто моего возраста, те помнят, наверное, да, были такие доски, на которых стирали. Вот, еще там проблемы были с этими стиральными машинами, это была редкость. И машинки были там, по-моему, только в одну сторону они крутили. Вот. Стирка еще была то удовольствие. Это сейчас, в наше время, все, что хочешь, там и выстирает, и погладит, и продезинфицирует, и высушит. А раньше было очень сложно с этим. Но здесь какая-то женщина перед вами будет оправдываться, и ей будет сделать это очень-очень тяжело. Оправдаться. Но у нее какая-то своя позиция, и она ее придерживается. Для вас, кстати, это станет большим открытием, что это женщина, и у нее такие вот убеждения какие-то странные. Вы, возможно, считали, что вы подруги, возможно, вы считали, что вы там прям сестренки, да, что у вас все одинаково, думаете, вы в одном русле, а кажется, что все наоборот. Может быть, вы ее с поличным на чем-то поймаете, может быть, вам конкретно, да, на нее укажут, что она о вас распространяла информацию, либо какие-то действия там не совсем хорошие осуществляла. Вижу, что будет оправдываться, и вижу, что вы немножко так по-другому на нее смотреть станете. Да? Ваше мнение по поводу этой женщины поменяется. Вы не разругаетесь, вы не поссоритесь, вы просто начнете к ней по-другому относиться. Так, рядом с мужчиной женщина крутится. Хитрая, как лиса. Хитрая и умелая, как лиса. Но это либо ваш муж, либо ваш сын. Очень хитрая женщина вокруг него крутится. Вас это будет беспокоить, а я вам скажу так. Мужчина ваш не глупый, он все видит, он все понимает. И не настолько он глуп, чтобы этой женщине поверить. Вот. Не переживайте, все будет хорошо. Он сам от нее избавится, либо сам ее куда надо пошлет. На нее он точно не соблазнится. Так, запутанное что-то, запутанное, и вам придется потратить много времени на то, чтобы распутать. Кто-то что-то запутал, а вы распутываете, да? Кто-то натворил, а вы, как всегда, спасаете, помогаете. Родственники могут это натворить, могут коллеги на работе учудить. Да, учудили вам. Как дополнительную работку вам подкинут, да, либо дополнительную задачу. Причем задачу не простую, а задачу со звездочкой.
Да, придется заморочиться, но вы все сделаете, все тут исправите, распутаете, все будет хорошо. Злиться будете на тех, кто это все вам учудил, натворил. Какой-то воспитательный процесс, вижу, проводите. Так, дорога. Дорога, в которую вы собрались. Ну вот куда вы собрались, куда вы план имеете поехать, доехать, у вас все хорошо будет. Дорога легкая будет, как поедете, так и приедете. Да? Все, что задумали, осуществите. Хорошая новость. Так, здесь мужчина, который как будто бы за трибуной стоит и что-то вещает. Он людей обучает, либо он людям информацию сообщает. Что-то неожиданное произойдет. Неожиданное, резкое. И от этого будет как-то немножко волнительно вам. Но волноваться вам не о чем. Не о чем. Этот мужчина к вам хорошо относится, либо для вас хорошее скажет. Может быть, для кого-то плохое, а для вас хорошее. Может быть, начальник, может быть, какой-то действительно умный, мудрый человек, человек при должности. Не переживайте, все хорошо будет. А здесь у вас воздушный змей. Воздушный змей – это хороший знак. Это мечта. Мечта. Прям близко-близко к вам. Этот воздушный змей. К своей мечте вы совсем близко подошли. И мечта ваша, она, во-первых, уже приобретает форму, пусть не на этой неделе, а, например, на следующей точно исполнится. Но в течение 10-15 дней точно исполнится ваша мечта, ваше желание, то, чего вы хотели. Прям близко-близко к вам прилетел этот воздушный змей. И еще вижу в доме вашем праздник, виновник праздника мужчина. Это может быть парень, может быть муж, может быть сын. Отец, может быть, брат, но кто-то близкий, любимый. Вот он виновник этого праздника. Благодаря ему, либо по его вине состоится праздник в вашем доме. Здесь все улыбаются, все друг другу рады. Даже такое небольшое застолье состоится. Это приятно. 2 человека между собой повязаны грязными делами. Делают шаг, как назад получается, да, от вас отступают, потому что кто-то им грозит и говорит, там, не смей делать то, что задумал, либо если я увижу, что ты там приблизился, либо приблизились, то будете иметь дело со мной. У вас есть тайный защитник, человек, который вас защищает, а вы об этом не знаете. 2 негативных человека сделают шаг в обратную сторону от вас. Вы это, конечно, заметите, вы этому удивитесь, но причина будет непонятна. Вижу, что тайный защитник. Человек себя не афиширует, либо время не пришло, чтобы вы об этом узнали. В самом венце у вас полные карманы, и вы уже за пазуху себе кидаете, да, но вот куда еще положить? Карманы переполнены, за пазуху кидаете. Где-то вы здоровски добром разживетесь. Либо неделя у вас идет очень сытная, очень прибыльная, и у вас прям как профицит наступает, да? Не дефицит, а профицит. Это замечательно. Я искренне желаю, чтобы у каждого моего зрителя в жизни был профицит. Постоянный сплошной профицит. И чтобы вы про дефицит совсем забыли, слово это забыли. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.